Уважаемые дамы и господа, позвольте прежде всего членам и презентаторам этого форума высказать поздравления. У вас очень современная экономическая политика, открытая, на которую можно положить, на которой делается ставка на инвестиции в области образования. Например, ваша политика идет причем с нашей, и ваше профобразование, технологическое опережение в будущем будут темами, которые будут играть большую роль. А сейчас позвольте кратко еще раз рассказать о Верхней Австрии, дополнить, о которых глава нашего правительства. Наша площадь составляет 11 979 квадратных километров, это 1/7 площадь. У нас 1,4 миллиона населения, это 1/6 населения Австрии, но у нас 82 тысячи предпринимательниц и предпринимателей, из них многие являются представителями ведущих предприятий, а многие входят в число небольших и малых. 60% это предприятия одного человека. И только 700 предприятий являются предприятиями, где более 700 человек. Сохранить баланс – это основное направление и цель нашей экономической политики Верхней Австрии. В этом заключается наша мощь. У нас на наших предприятиях работает более 628 тысяч человек, но у нас среди всех австрийских федеральных земель самый большой прирост по занятости. По сумме в городе Линц население 191 тысяча человек, но здесь работает больше человек, чем жителей. Wenn wir uns die wichtigsten Zahlen anschauen, das Bruttoinlandsprodukt österreichweit 300 Milliarden Euro, Oberösterreich ein Sechstel davon 51,2 Milliarden Euro, aber wir sind in vielen Bereichen Nummer 1 in Österreich und das ist das, was der Schwerpunkt auch unserer Tätigkeit ist. И это, мы являемся лидирующим во многих индустриальных. И в этом году мы собираемся достичь большого привакса. Это больше, чем прирост по всей Европе. И мы находимся в европейском пространстве, как та страна, которая имеет очень много новых предприятий, 5434 новых предприятий. Если это поставить в соотношение с общим количеством предприятий, то вы увидите, что у нас очень динамично развивающаяся экономика. И что касается создания новых предприятий, мы имеем такие же проблемы, которые свидетельствуют об успехе или неудачах. Очень важно, чтобы мы при этом сумели мобилизировать молодых людей, что мы даем шансы для молодых людей, которые активно работают, как и все другие. У нас самый низкий уровень безработицы среди всех федеральных земель Австрии, это 3,8%. И вообще уровень безработицы наиболее низкий на всей территории Европейского Союза. И при этом очень важная наша задача – это снизить безработицу среди молодых. Если вы подумаете об Испании или Греции, то вы поймете, что там проблемы значительно выше. И это примерно как раз то, что является для нас одним из основных ценностей в области политики. Кроме того, у нас очень высокий показатель экспорта, 30,5%. Это говорит о структуре, о качестве нашей продукции. И кроме того, мы являемся промышленной страной номер 1. 1/6 всей индустриальной промышленной продукции производится в Верхней Австрии. Что касается экономических связей Верхней Австрии с Россией, у нас в 2011 году состоялся экспорт на 3,3 миллиарда евро. Это, правда, включая в себя, было сказано, еще и импорт. Кроме того, австрийский экспорт в Россию, который составил 2,2 миллиардов евро,
это прирост на 15,3%. Это говорит о том, что у нас очень большой здесь взаимный обмен, что очень сильные экономические связи. 500 немецких, австрийских фирм в России произвели очень высокие инвестиции, и тем самым можно сказать, что 150 австрийских фирм производят не только большие инвестиции в Россию, но и развивают свои связи, и осуществляют новые инвестиции, и развивают планы о осуществлении новых инвестиций. Что касается стратегических преимуществ Верхней Австрии как предпринимательского региона, мы хотим сказать о таких факторах, как высококвалифицированные трудовые ресурсы. Это те молодые люди, которые закончили университеты, специальные вузы, имеют хорошее специальное образование. Мы говорим об активной технологической политике, это технологические центры, центры компетенции, новые кластеры, мы говорим о трансфере технологий. И мы делаем это так же, как и многие другие европейские страны, в частности Голландия. Это носит большой символический характер, потому что мы сейчас стоим на переднем плане, и в университетах мы разрабатываем новые эффективные кластеры. Господин Шар, заместитель ректора Линского университета, занимается развитием научных связей, которые участвуют в развитии этих связей с Россией. Мы развиваем очень высокие технологии, мы используем их в технологических центрах, в центрах компетенции, и эти технологии, это не только теоретическое знание, это практическая реализация их на предприятии. Господин Хофер, господин доктор Бюрингер, которые отвечают за эти направления нашей политики, занимаются развитием центров компетенции, которые помогают реализовать эти технологии на предприятии. У нас очень сильные, очень гибкие отрасли промышленности, средние предприятия и малые предприятия являются при этом основным направлением нашей деятельности, которые используют новые информационные технологии. Речь идет не только о предоставлении услуг, речь идет также о финансовом секторе. И я хочу сказать, да, мы поняли, что нам нужно достичь сильного баланса в промышленности, и для этого, конечно, нам финансировать малые и средние предприятия, и для этого нам нужна солидная база в виде сильных банков и финансирования со стороны банков. Важным является также и положение Австрии. Мы находимся в Центральной Европе, и мы сейчас как раз являемся таким мостиком между Восточной Европой и Западной Европой. Важна и наша инфраструктура, нам нужны хорошие автомобильные дороги, железные дороги, водные пути, а кроме того, нам нужны также и хорошие, разумно построенные аэропорты и воздушное сообщение. Мы очень имеем высокую продуктивность, и, например, что касается всех методов для большей флексибилизации по сравнению с Германией, мы должны всегда следить за тем, чтобы здесь мы достигали определенного прогресса. Мы должны содействовать инвестициям, мы должны содействовать развитию и повышению уровня профессиональной квалификации молодых людей. И это очень важно для интернационализации и для интернациональных связей. И поэтому мы рассчитываем на постоянную и стабильную прибыль. Мы говорим о том, что для нас важна стабильность, надежность. Социальное и политическое партнерство в Австрии имеет очень важное значение, и этому мы придаем сейчас большое значение. Мы говорим о том, что сейчас в центре внимания у нас стабильность, поэтому у нас мало забастовок, у нас мало социальных и рабочих конфликтов. И здесь, конечно, иногда, конечно, бывает сложно вести такие переговоры, но все-таки нам удалось достичь стабильности, высокое качество жизни в области культуры, в области экологии и образования. И вот это вот взаимодействие политики и экономики в результате дает нам такие положительные результаты. Я
благодарю еще раз за ваше приглашение и за ту возможность презентовать нашу федеральную землю, Верхнюю Австрию. Большое спасибо за ваше внимание.